Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая в студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня – взрыв на шахте в Донецке. Спасатели ищут пропавших под завалами горняков. Президент Обама продлил действие санкций в отношении России до марта 2016 года. И скандал в Литве. Системы безопасности на границе могут управляться из России. Начинаем, как обычно, с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Взрыв в Донецке на шахте имени Засядько. Как минимум 30 человек пропали, десятки ранены. Точное число жертв неизвестно. Авария, по предварительным данным, произошла из-за превышения предельно допустимой концентрации метана. Под землей оказались блокированы десятки шахтеров. Спасательная операция продолжается. В эти дни в Украине работает наш корреспондент Шахида Якуб. Как рассказали ей спасшиеся горняки, причиной аварии может быть нарушение техники безопасности. И вот другие подробности. Скажите нам, родным. Ну, скажите. Никто ничего не говорит. Скажите, пожалуйста. Мы надеемся, зря никого не живут со второго участка. Ну, пожалуйста. По данным представителя администрации непризнанной ДНР, на момент взрыва в шахте находилось 230 человек, из них 198 удалось эвакуировать. Произошел взрыв. Известно, где люди находятся, в каком состоянии никто не знает. Пока сейчас комиссия начинает работать. Комиссия по расследованию, комиссия экспортная. Сейчас определяться, тогда что-то можно будет сказать. Тела 33 шахтеров еще не найдены. Работают спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной ДНР. Нам доставлено 5 человек, пострадавших на шахте Засядько. Один из них в критическом состоянии, у него тотальный ожог. Кроме того, у всех остальных и у него же термоингаляционное поражение дыхательных путей, механические травмы. Очень много машин около шахты сконцентрировано. Что происходит вокруг самой шахты, мне неизвестно, потому что они пускают журналистов. Но, как говорят сами сотрудники МЧС, работы будут проводиться, скорее всего, всю ночь, до тех пор, пока не будут найдены оставшиеся в шахте люди. Глубина ствола шахты, кстати, была 1 километр. Договоренности нормандской четверки, судя по всему, так и остаются договоренностями. Новые жертвы на Донбассе. Власти непризнанной ДНР заявляют о самом мощном за последние недели обстреле Донецкого аэропорта. Киев сообщает о 3 убитых и 9 раненых солдатах украинской армии за последние дни на линии соприкосновения. Александр Касаткин. В Генштабе Украины в среду сообщили, что сепаратисты на востоке страны минувшей ночью 12 раз обстреляли позиции правительственных войск. Под обстрел артиллерии попали село Пески, поселок Опытное и город Авдеевка Донецкой области. Продолжаются перестрелки в Луганской области, в частности в городе Счастье. В Киеве заявляют о подготовке второго этапа отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения и отмечают, что в целом режим прекращения огня соблюдается. А мир заключается в том, что по мирным жителям не бьют. Да. Ну, на данный момент, да, мир. Все остальное, как бы, вы сами слышали, сами видели. Просили вас в сторону отойти, поэтому, как бы, сюда прилетает, к мирным жителям нет. Украина и самопровозглашенные республики регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия. За последние дни, по данным украинских властей, в результате атак со стороны сепаратистов погибли 3 силовиков, 9 ранены. В последнее время на востоке Украины, вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Украины и боевиков-террористов, наблюдается резкое снижение интенсивности огня и столкновений. В отдельных точках по линии соприкосновения фиксируются вспышки огня, в основном с применением стрелкового оружия. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики продолжают мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости. Как пояснил представитель штаба ополчения Эдуард Басурин, мобилизация проводится, чтобы укрепить обороноспособность самопровозглашенной ДНР. Сепаратисты утверждают, что обстрелом Донецкого аэропорта Киев пытается помешать извлечению тел убитых украинских солдат. Потому как, скорее всего, пытаются скрыть истинную картину. Порошенко сказал, что там практически не было потерь у них. Европейский Союз изучает возможность усиления миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине для поддержки выполнения минских договоренностей. Об этом заявила сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Александр Касаткин. Настоящее время.
Российские военные находятся на юго-востоке Украины только под видом добровольцев. В этом уверена глава правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. По ее словам, все чаще контрактники, не желающие ехать на Донбасс, обращаются в суды. С Эллой Поляковой встретился наш корреспондент. Слишком много организаций по всей России, которые готовят вот таких так называемых ополченцев. И каким-то образом почему-то контрактники оказываются ополченцами. Контрактники, которые заключали контракт, чтобы служить, хотят служить, но не хотят исполнять приказ, не хотят пересекать границу. Те контрактники, которые заявляют о своем праве, отказываются, сейчас подают в суды. Много судов в Владикавказе сейчас идет. Некоторые в Грозном суды проиграны, а некоторые выиграны. После подписания перемирия местное население Донбасса все чаще выходит из бомбоубежищ и укрытий. Нынешние одиночные обстрелы практически не пугают жителей Донецка, тех, кто привык к круглосуточной канонаде. Районные магазины и аптеки сегодня единственные места, где люди могут поделиться новостями и хоть что-то приобрести. Из-за войны, особого пропускного режима в регионе, падения гривны и, как следствие, роста цен, пустые прилавки стали привычной картиной. По словам фармацевтов, поставки медикаментов в аптеки упали на 80%. Как выживает местное население? Материал из Донецка. Цены возросли реально в несколько раз, и на те доходы, которые есть, в общем-то, это нереально покупать эти лекарства. Это сейчас, знаете, все живущие, у кого какая копейка была сбережена, потому что, получив пенсию, уже ничего купить будет невозможно. И цены реально растут даже в течение дня. Сотрудники нескольких аптек, где мы побывали, отказались комментировать рост цен на медикаменты. Однако покупатели были более разговорчивыми. 80-летняя жительница Донецка говорит, что к своим годам заработала букет болезней и нуждается в лекарствах постоянно. Ищу дешевый вариант. Раз на аналоги, да? Кое-чего отказываю, и кое-что дети помогают. Рост цен и отсутствие товаров сказалось не только на лекарствах. Цены на продукты питания и бензин в Донецке возросли до 30%. Обалдеть! Что скоро пойдем с протянутой рукой побираться. Самое необходимое – яйца, обалденная цена, сосиски ребенку покупать, молоко. То есть самое необходимое. Ребенка ж кормить надо. Но долго не протянем. Цены очень возросли. Очень большая цена, сейчас около 30 гривен, средняя цена за бензин. Половина заправок сейчас нет бензина. Грубо говоря, половина заправок, которые есть в городе. Власти так называемого ДНР пытаются решить проблему с поставками из Украины путем налаживания поставок из России. Ну а пока решается этот вопрос, люди наблюдают пустые полки магазинов и продолжают полагаться на гуманитарную помощь, которая остается главным источником обеспечения населения продуктами питания. Сахар как давали, так и дают, причем по прежней цене, не такая, как сейчас. Консервы дают, сгущенное молоко. На это мы не обижаемся, гуманитарка очень хорошая. И по их словам, излетевшие цены они готовы пережить. Лишь бы только не стреляли, и война бы поскорее закончилась. Шахида Якуб для «Настоящего времени» из Донецка. Далее у нас эфир из Вашингтона. США и Западная Европа готовятся ответить России за несоблюдение боевиками перемирия на Донбассе. Наташа. Да, Сергей. Лидеры западных стран подтвердили свою решимость действовать незамедлительно и скоординированно, чтобы повысить цену, которую придется заплатить России в случае новых нарушений Минских договоренностей. Во вторник президент Обама, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Италии и председатель Европейского совета Дональд Туск обсудили украинский кризис в ходе видеоконференции. Лидеры также категорически осудили действия России и поддерживаемых ею сепаратистов в Дебальцево. При этом президент США продлил действие санкций против Москвы. С подробностями Алексей Березин. Президент США Барак Обама продлил действие санкций в отношении России до марта 2016 года. В указе номер 13660 от прошлого года, которым установлены санкции и действие которого продлевается, отмечено, что он издан в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политики США, вызванной действиями лиц, которые пренебрегают демократическими процессами в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, независимости и территориальной целостности Украины. Накануне Барак Обама провел видеоконференцию с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также
председателем Евросоюза Дональдом Туском. Руководители западных стран призвали международное сообщество решительно отреагировать, если не будут выполняться условия соглашения о прекращении огня, заключенного в прошлом месяце в Минске. Тем временем на востоке Украины продолжаются боевые действия. Командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что около 12 тысяч российских солдат поддерживают промосковских сепаратистов на востоке Украины. Еще 29 тысяч российских военнослужащих размещены в Крыму, который был аннексирован Москвой в прошлом году. По словам Ходжеса, американские поставки летального оружия Украине повысят внутриполитические ставки для президента России Владимира Путина. Сегодня в Конгрессе проходит несколько слушаний, посвященных ситуации в Украине, в которых участвует, в частности, помощник госсекретаря Виктория Нуланд, оппозиционный политик Гарри Каспаров и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Другая тема. Вчера на Капитолийском холме выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его речь сопровождалась аплодисментами, однако это выступление трудно назвать успешным. Его бойкотировали около 60 конгрессменов-демократов. Причина – спикер Конгресса Джон Бейнер не согласовал приглашение Нетаньяху с администрацией президента, а главной темой выступления израильского лидера была критика в отношении переговоров «шестерки» с Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Выступая перед двумя палатами Конгресса, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел параллель между угрозами Ирана в адрес еврейского государства и Холокостом и предупредил слушателей, что борьба между Ираном и исламским государством не превращает Иран в друга Америки, поскольку они сражаются за титул создателя исламского тоталитарного образования. Вся разница состоит в том, что ИГИЛ вооружен тесаками, захваченным оружием и ютубом, а Иран вскоре может быть вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами и ядерными бомбами. Мы должны всегда помнить, и я скажу об этом еще раз, самая большая опасность, угрожающая миру, это союз воинствующего ислама с ядерным оружием. Победить ИГИЛ и позволить Ирану заполучить ядерное оружие, это было бы победой в одной битве, но проигрышем в войне. Мы не можем позволить это. Однако, друзья мои, именно это и произойдет, если сделку, над которой сейчас работают, примет Иран. Эта сделка не остановит Иран на пути к обладанию ядерным оружием, а почти будет гарантировать, что Иран получит это оружие, и много. Президент Обама заявил, что он не слышал выступления Нетаньяху, потому что был занят разговором с европейскими лидерами об обстановке в Украине, но, судя по просмотренному им тексту, ничего нового в речи не было. В качестве альтернативы премьер-министр предлагает отказ от сделки, а в этом случае Иран незамедлительно вернется к работе над ядерной программой и ускорит ее. И все это без какой-либо информации у нас и без ограничений. Президент Обама отметил, что ужесточение санкций в отношении Тегерана, которое предлагает Израиль, не остановит ядерных амбиций Ирана. Если лишить Иран надежды на отмену санкционных мер, в таком случае у него пропадет стимул идти навстречу мировому сообществу. Подведем итоги. Сделки еще нет. Быть может, Иран не сможет сказать «да» в ответ на хорошее предложение. Я уже неоднократно говорил, что предпочту не заключать соглашение вообще, чем заключить плохое. Но если мы успешно проведем переговоры, то у нас появится лучшее из всех возможных сделок с Ираном, которая не позволит ему получить ядерное оружие. Эксперт Брукинского института Натан Закс считает, что Нетаньяху все же предлагает альтернативу поспешному соглашению с Ираном, но в Вашингтоне найдется мало желающих ее поддержать. Я думаю, что возможность достижения более удачной сделки путем увеличения давления на Иран сомнительна. Но то, что Нетаньяху предлагает на самом деле, хотя это не очень популярно, это альтернатива, которая называется сдерживание. Он призывает продолжить оказывать серьезное давление на Иран, оставляя при этом в силе угрозу применения силы против Ирана, в особенности применения силы со стороны США. И если эта угроза будет убедительной, это поможет в сдерживании Ирана. Вернется ли на родину Эдвард Сноуден? Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ, получивший временное убежище в России после передачи в СМИ ряда секретных материалов американских спецслужб, хочет вернуться в США, заявил его адвокат Анатолий Кучерена. В прессе появились сообщения о неких секретных переговорах по поводу условий его возвращения. Однако официальный Вашингтон, по крайней мере публично, пока не собирается смягчать позиции в отношении беглого подрядчика АНБ. Комментарий заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Мари Харф.
Все мы были бы рады, если бы он вернулся в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом по очень серьезным обвинениям, выдвинутым против него. Безусловно, он может и должен вернуться в Соединенные Штаты. С адвокатом Сноудена Анатолием Кучереной поговорил наш московский корреспондент Данила Гальперович. Любой человек хотел бы вернуться на родину, в том числе и Эдвард, естественно, потому что он там родился, у него там родители и так далее. Но поскольку ситуация находится исключительно в политическом поле, и мы неоднократно слышим заявления Госдепартамента США, выступает очень нелицеприятно с ущемлением его чести и достоинства Эдварда, политики Соединенных Штатов Америки. В данном случае мы никаких переговоров не ведем, потому что, еще раз подчеркиваю, что ситуация находится не в правовом поле, а в политическом поле. Президент России, выступая перед силовиками, сделал несколько важных заявлений. С подробностями наши коллеги в Праге. Сергей? Так и есть, Наташа. Владимир Путин потребовал мгновенно реагировать на акции экстремистов в России, которые пользуются цветными технологиями. У меня цитата. «Их действия становятся все более изощренными, от организации незаконных уличных акций до открытой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях». Выступая на коллегии МВД, президент также призвал силовиков избавить страну от позорных политических убийств. Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплекой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели. Имею в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы. Между тем, доклад Бориса Немцова по Украине может увидеть свет. Российский оппозиционер Илья Яшин обещает сделать все, чтобы опубликовать документы, которые собирал его убитый соратник. Как отметил Яшин в интервью «Радио Свобода», доклад – это доказательство российского военного присутствия на Донбассе. Попытаемся по крупицам восстановить, по крайней мере, часть того, о чем говорил Немцов, о чем он планировал писать, хотя я прекрасно понимаю, как сложно это будет сделать в связи с тем, что, как вы знаете, сразу практически после убийства Немцова, в ночь его гибели, к нему домой пришли следователи, которые изъяли документы, изъяли компьютер, изъяли его телефоны. На следующий день следователи пришли в его офис в Ярославле, тут тоже произошли изъятия документов, изъятия компьютеров. Сейчас оба помещения опечатаны, доступа к ним нет. И я полагаю, что основные материалы, которые Немцов уже собрал, они на сегодняшний день находятся в распоряжении следствия. И очень сомневаюсь, что когда-нибудь мы получим к ним доступ. Но мы попытаемся по крупицам эту работу восстановить и все-таки хотя бы какие-то материалы найти и донести их до общества, собственно, реализовать те планы, которые наш друг Борис не успел довести до конца. И еще одно мнение. Корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев встретился с руководителем фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Григорием Явлинским и спросил, что, по мнению политика, ждет российское общество после убийства Бориса Немцова. Если вы хотите кому-то дать совет о том, что ждать от власти, совет. Ждите всего. Все рамки, границы, всякая черта, все пересечено. Это знаковое, безусловно, убийство, очень серьезное. Оно продуманное, тщательно подготовленное. Это крупное, знаковое преступление властей. Политическую ответственность за это несут все власти, включая первое лицо Владимира Путина. И теперь в Литву. Там скандал вокруг службы охраны государственной границы. Замначальника службы попал в немилость министра внутренних дел. Выяснилось, что часть систем контроля за границей производится российской компанией, которая тесно сотрудничает с разведкой этой страны. Более того, техобслуживание такого оборудования осуществляется не литовскими, а российскими специалистами. Подробности этой истории у нашего корреспондента в Литве Александра Зубрякова.
Недавно назначенный министр внутренних дел Литвы Саулис Сквернялис выразил опасения по поводу того, что государственная граница страны вот уже несколько лет зависит от российских систем безопасности. Министр считает, что на фоне опасений по поводу угроз со стороны России, которые неоднократно высказывались его европейскими коллегами, такие обстоятельства представляют угрозу для его страны. Оказалось, что литовская компания несколько лет закупала оборудование у российской фирмы, известной своим уникальным сигнализационным комплексом «Радиобарьер», который используется для охраны российской границы, а также для проведения разведывательных и оперативных мероприятий российскими силовыми ведомствами. Конечно, таких вещей не может быть, и мы должны будем менять закон об общественных закупках. Не может закупаться аппаратура, которая связана с национальной безопасностью, с определенными угрозами, в том числе общественному внутреннему порядку. Заместитель начальника службы охраны государственной границы говорит, что не может отменить поставки оборудования только потому, что оно не нравится министру. По его словам, оборудование поставляется через зарегистрированную в Словакии компанию. То есть формально оно считается европейским, а не российским. Это название словацкой компании. Я больше не могу ничего комментировать. Нас не информировали, что это российская продукция. Многие эксперты удивлены, что литовские ведомства отдают предпочтение системам, которые также используют российские спецслужбы. Потому что в Литве даже нет специалистов, которые разбираются в ремонте этих систем. Такая аппаратура обычно управляется на расстоянии, и у нее нет никакого кабеля, который можно было бы вытащить из розетки и быть уверенным, что никто не перехватит управление таким оборудованием. У производителя всегда больше преимущества в этом, чем у пользователя. Эксперты отмечают теоретическую возможность перехвата сенсорных систем, поскольку часть оборудования на границе управляется на расстоянии. Мол, если вдруг в Литве появятся так называемые «зеленые человечки», то их перехода через границу литовские пограничники могут и не заметить. Часть границы Литвы является внешней границей Евросоюза с Россией и Белоруссией. Александр Зубряков, «Настоящее время», из Вильнюса. И вновь время передавать слово коллегам. После того, как судья в 4-й раз отказался переносить процесс по делу Царнаева из Бостона, суд начался таки в городе, где и произошел теракт. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, в Бостоне начался судебный процесс по делу о взрывах на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. В окончательный состав коллегии присяжных вошли 10 женщин и 8 мужчин, с каждым из которых обвинение и защита провели персональный перекрестный опрос. Главными критериями при отборе присяжных были отношение к смертной казни, мнение по поводу вины подсудимого Джохара Царнаева и наличие близких, принимавших участие в марафоне или пострадавших от взрывов. Царнаева обвиняют по 30 статьям и требуют для него смертного приговора. Альтернатива ему – пожизненное заключение без права обжалования. Прокуратура сегодня назвала Царнаева безжалостным убийцей. Они протестуют против того, чтобы линия защиты строилась на представлении Царнаева жертвой его старшего брата Тамерлана. Защита, в свою очередь, намерена использовать в качестве смягчающего фактора свидетельство об авторитарном характере старшего брата, под влиянием и даже давлением которого младший брат пошел на преступление. Эксперты прогнозируют долгий и трудный процесс, который может затянуться более чем на полгода. Для западных экономистов стало неожиданностью недавнее заявление представителей правительства России по поводу будущих энергетических контрактов. Отныне Москва готова предоставить компаниям из Китая контрольные пакеты акций крупных нефтяных месторождений в России. Перспектива активного развития российско-китайского партнерства в энергетике может изменить структуру всего мирового рынка нефтепродуктов. Этой теме посвящен материал Вадима Оленичева. О готовности Москвы сделать китайские компании мажоритарными акционерами нефтяных месторождений в России, за исключением тех, что расположены в шельфах, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он сам назвал такую смену энергетической политики Кремля серьезным инвестиционным прорывом. До сих пор иностранным инвесторам не позволялось владеть более чем половиной акций крупных месторождений нефти и газа, расположенных в России. Аналитики на Западе сразу же заговорили о том, что главной причиной смены стратегии является начавшийся гигантский отток капитала и иностранных кредитов из России. По оценкам западных экспертов, Москва может исчерпать свои запасы валюты уже через 2 года. К такой кризисной ситуации привела совокупность низких цен на нефть,
непомерных военных расходов и санкций, введенных Западом против России. России необходимы валютные инвестиции, а Китаю нужен стабильный источник энергоресурсов. Перерабатывающим предприятиям Китая это позволит расширить свое производство при условии, что оно отвечает нормам качества и охраны экологии. Однако последствия развития этих отношений выходят за пределы интересов Москвы и Пекина и простираются далеко на запад. Тот факт, что контрольный пакет акций месторождений в России будет принадлежать китайским конгломератам, означает, что их политика начнет влиять и на поставки нефтепродуктов в Европу. Если вспомнить, что кроме России китайцы активно развивают энергетическое партнерство и со странами Южной Америки и Африки, можно сделать вывод. В лице Китая на мировом рынке появился новый мощный игрок. Пока что правительство России не получало от китайских партнеров запросов о получении контроля над стратегическими месторождениями нефти. Но экономический симбиоз двух государств, имеющих общую границу длиной примерно в 4000 километров, обещает быть взаимовыгодным. Во всяком случае, российские власти заявили, что никаких политических препятствий к этому они не видят. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Октябрьская революция, гражданская и Великая Отечественная войны станут темами бродвейского мюзикла вместе с бессмертными героями книги Бориса Пастернака. Творческая группа бродвейских корифеев, влюбленных в историю доктора Живаго, почти 10 лет стремились перенести ее на Бродвей. Видимо, скоро их мечта сбудется. Мюзикл «Доктор Живаго» вскоре откроется на Бродвее. На самой первой презентации мюзикла побывала наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Она находится с нами на связи из нью-йоркской студии. Вика, ну вот как, по-твоему, творческий коллектив справился с задачей превратить такой сложный, длинный роман в мюзикл? Наташа, ну действительно, когда я разговаривала с автором сценария этого нового мюзикла Майклом Веллером, он сказал мне в интервью, что действительно это для него был очень сложный проект. А Майкл Веллер умеет писать сценарии. Он написал, например, сценарий для такого мюзикла, как «Hair», «Волосы», а также для такого замечательного фильма, как «Ragtime». Непростая эта задача — из 500 страниц выбрать главное в истории доктора Живаго. А главное здесь — любовь. В нашем мюзикле Живаго проводит со своей возлюбленной Ларой всего 10 дней. Но благодаря этой любви он становится поэтом. И его поэзия изменяет не только его, но и Россию. Оказывается, история российского врача и поэта вдохновляет многих корифеев Бродвея. Они собрались вместе для участия в этом проекте. Режиссер Дес Маканов, дважды лауреат театральной премии Тони, ставил на Бродвее известные мюзиклы, включая «Иисус Христос. Суперстар», а также пьесы Шекспира. Он несколько раз бывал в России и там тоже работал в театре. Почему Маканов захотел воплотить доктора Живаго в новом жанре? Когда ставишь мюзикл, ищешь историю, которую можно было бы пропеть, то есть такую, которая вызывает сильные эмоции. Музыка придает этой истории новые измерения. «Доктор Живаго» — это судьбы людей в контексте трагедии большой страны. История и русская, и общечеловеческая. После выхода на экраны американского фильма «Доктор Живаго» режиссера Дэвида Лина в 1965 году она стала американской классикой. Произведение Пастернака в первую очередь о любви, но и о роли и судьбе художника в репрессивном режиме. Авторы вели мюзикл через тернии к Бродвею больше 10 лет с прокатами постановки в Калифорнии, Австралии и Южной Корее. В фильме «Доктор Живаго» Омар Шериф, а в мюзикле молодой британец Тем Муту. Его жену Тоню сыграет Лорели Гейер, а любовь его жизни Лару – Келли Барретт. В кино эту роль исполняла Джули Кристи. У моего героя длинный сложный путь. Сначала он не понимает, кто он, но находит себя в любви и в своей поэзии. Лара – глубокая личность. В ней много огня, она чувственная, очень щедрая. Это современная женщина, и я пытаюсь понять, чего она хочет. Композитор Люси Саймон добилась почти русской мелодичности, а главный продюсер Анита Ваксман, побывав в России, усыновила русского мальчика. Его зовут, как доктора Живаго, Юрой. Наташа, ну вот так иногда искусство переплетается с жизнью. И новый мюзикл «Доктор Живаго» откроется на Бродвее уже в апреле.
Спасибо. С нами из студии в Нью-Йорке на связи была наш корреспондент Виктория Купчинецкая. На этом мы закончим программу «Настоящее время». Ее подготовили для вас «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Спасибо за внимание. Сергей, до следующего эфира. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.